Я смотрел эту передачу вашу. Вот ты видишь в себе силы противостоять этому давлению? Саид, мы обязаны переломить эту ситуацию. Техническое решение проблем на сегодняшний день в Народном собрании политизируется. То, что происходит сегодня на маяке, я повторюсь, это экологическая катастрофа. Речь идет о жизни наших граждан. Всем привет! Сегодня у нас в гостях кандидат от 8-го избирательного округа Леон Губаз. Леон, здравствуй, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуй, Саид. Губаз Леон Ривазович родился 10 января 1991 года в городе Сухум. В 2007 году окончил среднюю школу номер 11 в городе Сухум. В 2012 году окончил Российский экономический университет имени Плеханова по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2012 по 2014 год сотрудник отдела охраны труда Министерства труда и социального обеспечения Республики Абхазия. С 2012 по 2013 год служил в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия. С 2014 года сотрудник Государственного таможенного комитета. В 2016 году избран депутатом Сухумского городского собрания 6-го созыва. В 2021 году окончил магистратуру Российской таможенной академии по специальности менеджмент таможенных услуг. Женат, отец двоих детей. Леон, так уж сложилось по традиции, что здесь первый вопрос мы задаем следующего характера. Мы пытаемся выяснить у наших гостей, что мотивировало их баллотироваться в парламент. Расскажи нам, пожалуйста, что тебя лично мотивировало стать депутатом парламента. Откровенно говоря, данное решение не далось мне просто. Я долго над этим думал, но в конечном итоге принял решение баллотироваться, потому что, как мне кажется, мне есть что предложить этому парламенту. У меня есть ряд определенных инициатив, которые мне хотелось бы реализовать. Ну, если ты не против, давай поговорим об этих инициативах. О чем ты говоришь? В первую очередь, мне бы хотелось поучаствовать в разработке и принятии градостроительного кодекса с территориальным зонированием. Также убежден, что необходимо сократить срок службы в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия с 1,5 лет до года, но при этом необходимо увеличить интенсивность обучения, дабы это не сказалось на подготовке наших солдат. Также убежден, что нашему малому и среднему бизнесу необходима государственная поддержка, которую мы можем оказать путем внесения ряда изменений в налоговое законодательство республики. Также убежден, что нам необходимо принять поправки в закон об административно-территориальных единицах. Кстати говоря, он прошел уже первое чтение в этом парламенте, но, к сожалению, во втором его не приняли. Надеюсь, что мне представится возможность внести свою лепту в данный законопроект. Если ты не против, на некоторых твоих инициативах остановимся подробнее. Для чего, на твой взгляд, необходимо сокращать срок службы в армии? Саид, на сегодняшний день на срок службы сильно растянут. Это, к сожалению, не сказывается никак на подготовке наших солдат. Если они будут служить год, это высвободит определенное количество финансовых средств, которое можно было бы перераспределить уже внутри оборонного бюджета и направить на материально-техническое обеспечение тех же солдат, что привело бы к улучшению их оснащения и качестве подготовки. Давай поговорим немного о законе об административно-территориальных единицах. Для чего он нужен и что это вообще за такой закон? Расскажи нам. Поправки в данный закон были разработаны еще в 6-м созыве городского собрания. Они касались увеличения полномочий депутатов городских собраний. Для того, чтобы у депутатов городских собраний появилось больше полномочий, соответственно, возможности решать насущные проблемы граждан. Из твоей биографии очевидно, что ты проработал депутатом районного собрания. Насколько, на твой взгляд, этот опыт может быть полезен в парламенте и лично для себя? Как ты оцениваешь свое присутствие в районном собрании? Действительно, я избирался депутатом Сухумского городского собрания 6-го созыва.
по этому же избирательному округу. Работая депутатом, мы столкнулись с тем, что у нас как раз-таки не было полномочий, ввиду чего мы и предложили данные поправки в этот законопроект. Что касается того, насколько этот опыт будет полезен в парламенте, безусловно, он будет полезен. Это очень хороший жизненный опыт, и я убежден, что он поможет мне в случае, если наш избиратель доверит мне право представлять его в Народном собрании. Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать депутат парламента? Убежден в том, что он должен быть справедливым, обладать определенным жизненным опытом и, безусловно, он должен быть образованным. В Абхазии уже, в общем-то, ни для кого не секрет, что за некоторыми кандидатами есть политические силы, политические группировки, то ли там провластные, либо оппозиционные. В твоем случае как обстоят дела? Кого ты поддерживаешь? Кому будешь лоялен? Или ты самостоятельный выдвиженец на пост депутата? Я баллотируюсь от инициативной группы. По большому счету, среди моих сторонников, ребят, которые помогают мне в моей предвыборной кампании, хватает как провластных людей, так и оппозиционно настроенных. Для меня не важно, человек провластный либо оппозиционный. Для меня важно, чтобы идеи, которые он предлагает, несли пользу для Абхазии, были конструктивными. Мы слишком долго политизировали все наши проблемы, и это привело к большому расколу в нашем обществе. Продолжая тему, вообще очень многие вопросы, действительно, они в парламенте перетекают в политическую плоскость. Иногда, казалось бы, эти вопросы там как бы прямо не имеют никакого отношения к политике, но все-таки вот это становится таким политическим противостоянием. Как, на твой взгляд, эту ситуацию можно переломить? И можно ли ее переломить? И нужно ли? Саид, мы обязаны переломить эту ситуацию. Слишком часто техническое решение проблем на сегодняшний день в Народном собрании политизируется. Поочередно каждая из сторон, будь то провластная, будь то оппозиционная, стараются заработать на решении проблем политические дивиденды. К сожалению, к какому-то конструктивному началу это не приводит. Очевидно, что бывают ситуации, когда на депутатов парламента оказывается колоссальное давление, и мы много раз это наблюдали в парламенте. Вот ты видишь в себе силы противостоять этому давлению, не идти на поводу у этого давления и принимать решения в соответствии там исключительно со своими взглядами? Убежден, Саид, что я с этим справлюсь. У нас нет другого выхода. Каждый депутат Народного собрания несет ответственность перед своими избирателями, перед своими детьми, и он не имеет права руководствоваться ничем иным, кроме своих взглядов. И в нашей стране очень часто говорят о необходимости развития инвестиционного климата. Вот будучи депутатом парламента, какие должны быть первые шаги в развитии этого направления? Фундаментальным аспектом инвестиционной деятельности является безопасность. Любой инвестор, особенно иностранный, приходя со своими активами, какой-то денежной массой, да, он должен быть уверен в безопасности своих вложений, в своей собственной безопасности. Помимо этого, нам необходимо снять ряд инфраструктурных ограничений, так как без решения обычных бытовых проблем нельзя говорить о развитии инвестиционной деятельности. Если ты не против, давай поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются молодые семьи, о необходимости им помогать со стороны государства. Вот какую роль во всем этом может сыграть депутат парламента? И какую роль планируешь сыграть во всем этом ты? Существует большое количество проблем, как у молодых семей, у многодетных семей. Государство обязано им помогать. На сегодняшний день существует замечательная программа «Асхара», по условиям которой каждому третьему и последующему ребенку в абхазской семье выплачивается 100 тысяч рублей. Было бы замечательно сделать эту программу постоянно действующей,
Плюс я убежден в том, что нам необходимо распространить ее на все национальности нашей республики, так как мы не имеем права выбирать наших граждан по национальному признаку. В любом случае, помощь многодетным семьям, социальная поддержка, да, наших граждан зависит от состоятельности нашего государства, от ее экономической мощи. Да. Дабы всего этого добиться, нам в первую очередь необходимо развить малый бизнес, поддержать средний бизнес. Все это невозможно без внесения изменений в налоговое законодательство нашей республики. У нас на сегодняшний день отсутствуют дешевые деньги, к сожалению. Нашим предпринимателям очень тяжело в этом плане. Тот же пресловутый НДС, уплачиваемый при ввозе, все это сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. О каких поправках в налоговое законодательство ты говоришь? Убежден, что государство имеет возможность предоставить определенные налоговые каникулы, скажем, на 3 года, освободить предпринимателей, начинающих от уплаты налоговых платежей. Плюс в целом налоговое законодательство неплохо было бы сделать проще. Переход к единой налоговой ставке был бы замечательным подспорьем для наших предпринимателей. Плюс необходимо предоставить нашим бизнесменам доступ к более дешевым деньгам. Скажем, 15% годовых – это потолок. По-твоему, у нашего государства все эти ресурсы для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателей, есть? Безусловно, Саид, у нашего государства сегодня не так много средств, но я уверен в том, что мы обязаны искать пути выхода из сложившейся ситуации. В округе, от которого ты баллотируешься, находится та самая злосчастная Маякская свалка, о которой мы очень много слышали. Там были и митинги по этому поводу. Решается ли вопрос? Если нет, видишь ли ты возможность его решения, став депутатом парламента? Действительно, Саид, проблема свалки сегодня существует. Хоть она и перестала принимать новый мусор, но то, что сейчас происходит, по сути, это экологическая катастрофа. И она развивается у нас с вами на глазах. Нам необходимо консервировать эту свалку путем создания заградительных сооружений, которые будут препятствовать попаданию как грунтовых вод, так и осадков на эту свалку. Ну вот у депутата парламента во время обсуждения бюджета, я так понимаю, есть какие-то возможности предложить какую-то определенную сумму, направить на решение какой-то проблемы. Естественно, он сам не может принять это решение, но в случае там поддержки большей части депутатов этот вопрос решить можно. Ты планируешь выступать с инициативой такого характера? Несомненно, Саид, конечно, это колоссальные средства будут для нашего бюджета, но мы обязаны это сделать. Это проблема не только лишь Маяка. Мусорная свалка сегодня существует и в Гудаутском районе, строится полигон в Кациките, в Гулрыбском районе. Там будет определенное количество сортировочных линий, то есть мусор будет сортироваться и вторсырье будет продаваться. Это уже какая-то экономика в этом бизнесе, да? А мусорный бизнес – это серьезный бизнес. И убежден, что государство должно больше внимания уделить решению именно этой проблемы. Так как то, что происходит сегодня на Маяке, я повторюсь, это экологическая катастрофа. Речь идет не просто там о зловонии или еще чем-то, речь идет о жизни наших граждан. Будет большое количество больных, и мы не можем на это закрывать глаза. Наверняка ты уже встречался со своими избирателями. С какими еще проблемами они к тебе обращаются? И вообще, как ты выстраиваешь отношения с избирателями? О чем ты с ними говоришь? Что ты им обещаешь? Наших избирателей в первую очередь волнуют их обычные бытовые проблемы. На Маяке на сегодняшний день полностью отсутствует центральная канализация. Везде практически разбитые дороги. Напряжение в сети не превышает 140, где-то и меньше
вольт. Ну, ситуация у нас везде одинаковая. Обещать им то, что я приду и там через 2 года или через 3 года у них не будет этих бытовых проблем, это вранье, к сожалению. Если бы это было в моих силах, я бы и сегодня решил эту проблему. Единственное, что я им обещаю, что во время своей работы я буду инициировать именно градостроительный кодекс, создание градостроительного кодекса. Все это, его принятие позволит определить правила игры. Территориальное зонирование даст нам возможность понять, в какую сторону будет развиваться наша страна, наш город. На сегодняшний день непонятно, где у нас какая земля. Я имею в виду назначение этой земли. За окном у нас может быть парк. Завтра какой-нибудь предприниматель может подать заявление, сказать, что и назвать эту землю землю городской застройки. То есть у нас она нигде не определена, и, соответственно, ему могут выдать разрешение. О градостроительном кодексе мы уже говорили. Скажи, пожалуйста, в твоем округе наблюдаешь ли ты со стороны своих оппонентов какое-то нечистоплотное ведение предвыборной кампании? И готов ли ты об этом публично говорить, заявлять в соответствующие компетентные органы? Честно говоря, данные факты мне неизвестны. Убежден, что все мои оппоненты ведут честно свою предвыборную кампанию, не обманывают своих граждан. По крайней мере, я ничего подобного себе не позволяю. Знаешь, очень часто я сталкиваюсь, да мне кажется, мы все сталкиваемся с тем, что наше поколение ругают за то, что мы плохо знаем свою историю. Скажи, пожалуйста, вот в контексте абхазской истории, есть ли люди, которые служат для тебя примером? Естественно, наиболее выдающимся, как мне кажется, у нас был Владислав Григорьевич Ардзенба. Не равняться на него сегодня невозможно. Пока мы готовились к интервью, у нас была возможность переговорить. Ты еще говорил о необходимости внесения поправок в закон о здравоохранении. Я так понимаю, именно в этом законе есть часть, запрещающая аборты. Ты считаешь, что тут что-то необходимо пересмотреть? Расскажи нам, пожалуйста. Если мы с вами сегодня строим светское государство, демократическое светское государство, мы не имеем права отказывать нашим гражданам в оказании медицинской помощи. И в этой части я убежден, что, сохранив запрет на аборты, необходимо его дополнить именно прерыванием беременности по медицинским показателям. Мы знаем, что одна из функций депутатов парламента – это по предложению президента выбирать судей. В нашей программе в ХАРА один из депутатов рассказывал о том, как иногда этот процесс происходит в кулуарах. За того или иного кандидата на должность судьи звонят, просят, уговаривают. Вот готов ли ты этому противостоять, не руководствоваться вот этими звонками, давлением? И как ты планируешь в этом направлении выстраивать свою работу? Саид, действительно, я смотрел эту передачу вашу с Натальей Викторовной. Убежден, что мы не имеем права руководствоваться просьбами и звонками там, наших друзей, знакомых и так далее. В первую очередь мы должны руководствоваться нашим мнением, так как судебная власть, как одна из ветвей власти, обязана быть независимой и профессиональной. Леон, наши встречи предусматривают ряд обязательных вопросов для кандидатов. Если ты готов, давай приступим. Давай. Скажи, пожалуйста, какая, на твой взгляд, политическая система в Абхазии будет наиболее эффективна? Как мне кажется, действующая система все еще остается актуальна. Возможно, туда необходимо внести ряд изменений, несколько перераспределить полномочия между президентом и парламентом, но в целом мне она довольно близка. Говоря про распределение, речь идет о том, чтобы укрепить парламент или президента? Парламент необходимо укрепить. Твое отношение к продаже недвижимости в Абхазии иностранцам? Убежден, что на сегодняшний день говорить о продаже недвижимости
не представляется возможным, нам необходимо внести некоторые изменения в наше действующее законодательство, а потом можно будет подумать об этом. Как ты относишься к возможной передаче абхазской энергетики или ее части в собственность иностранным инвесторам? Энергетическая отрасль должна полностью контролироваться государством. Возможно привлечение определенных инвестиций, но в этом надо в первую очередь говорить со специалистами в данной отрасли. Но, повторюсь, последнее слово должно быть за государством. Власть или деньги? Совесть. А, Леон, у тебя есть возможность обратиться к нашим согражданам, к твоим избирателям. Что бы ты хотел им сказать? Хотелось бы пожелать всем здоровья, ну а в преддверии Международного женского дня пожелать нашим прекрасным дамам побольше улыбаться. Леон, большое тебе спасибо. Мы желаем тебе удачи. Спасибо, Саид.